Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня у нас четверг. Ну и, конечно же, мы по традиции делаем так, чтобы ваше утро было энергичным и бодрым, и чтобы вы подготовились к новому рабочему дню. Но сегодня у нас в студии будут по традиции замечательные, очень интересные гости. Мы поговорим на различные темы. Также узнаем немного о профессии энергетика и узнаем, какие премьеры состоятся в кинотеатрах нашего города. Но и я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который прямо сейчас можно подписаться. На ваших экранах есть QR-код. Там также у нас много интересных новостей, самые интересные сюжеты из наших выпусков. Ну и, конечно же, иногда в течение наших выпусков мы дарим вам подарки. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну, хотелось бы сейчас, конечно, определиться с тем, что надеть перед тем, как пойти на работу. Поэтому давайте узнаем, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 31, минус 35 градусов. В заречной группе Улусов 20-31 градус ниже нуля. В южных минус 21, минус 26. В Вилюйской группе Улусов от 16 до 19 градусов с минусом. В Нижнеленских минус 20, минус 22. В западных минус 13, минус 27. В Колымо-Идигирской группе Улусов от 22 до 34 градусов мороза. В Янских минус 14, минус 29. На северо-западе республики минус 7, минус 15. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 31 градус. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха минус 23, минус 25 градусов. Но погода действительно у нас уже такая по-настоящему зимняя. Был, по-моему, даже уже минус 40-й рубеж на неделе. Ну, а вот появилось видео штормового ветра, который бушует в поселке Тикси Булунского района. Скорость достигала 38 метров в секунду. Из-за сильного ветра не работали детские сады и школы. Женщинам, чей труд не связан с непрерывным производством, разрешили не работать. На кадрах видно, что женщина пытается удержаться, несмотря на шторм. Да, это хорошо, когда работа по ветру, да, то есть можно быстрее добраться, но хотелось бы, чтобы таких катаклизмов у нас не было, да, вот если обратно, конечно, будут проблемы. Но, дорогие друзья, давайте сейчас узнаем, какие новости произошли к этому часу в России, в мире и в республике. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В декабре несколько категорий россиян получат повышенную пенсию. Так, фиксированную часть пенсии на 8 тысяч рублей увеличат людям, достигшим в ноябре возраста 80 лет. После повышения ее размер составит 16 269 рублей. Также фиксированная выплата в 2 раза будет увеличена при установлении инвалидности первой группы. Но если инвалид первой группы достигает 80-летия, прибавка будет назначена только 1 раз. Повышение пенсии Соцфонд России произведет автоматически. Получателям не нужно подавать заявление. Крупнейшие банки России занялись строительством собственных дата-центров. К 2027 году планируется завершить первый этап работ. Тогда начнут действовать 2 точки. По прогнозам организации, строительство собственных центров позволит технологиям сэкономить до 26 миллиардов рублей до 2030 года. А в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей. Бюджет Якутии будущего года останется социально ориентированным. Парламентарии утвердили в 3-м чтении главный финансовый документ на следующий год. Доходная часть бюджета составит 329 миллиардов 259 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение составит около 38 миллиардов. Всего членами Госсобрания рассмотрено свыше 650 поправок. Доля расходов бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг, составит около 45% от общего объема расходов.
Из социальных программ хочу отметить, что это повышение заработных плат указанным категориям. Это увеличение на 16% МРОТ в следующем году с 1 января 2025 года. Ну и, конечно, мы продолжим устойчивый курс на повышение индексации заработных плат для соответствующих категорий граждан. По сравнению с прошлым годом увеличение дохода составит около 38 миллиардов рублей. Дефицит остается без изменений и составит свыше 2,5 миллиардов. На финансирование нацпроектов в бюджете отведено около 30 миллиардов рублей. И стоит отметить, что большинство нацпроектов завершатся этим годом. Поэтому на новый период и, возможно, на новые нацпроекты будут предусмотрены дополнительные средства от федерального центра, который будет учтен при корректировке бюджета уже в следующем году. Сейчас президент страны инициировал новые национальные проекты. Они начинают работу с 2025 года. Те суммы, которые мы знаем, уже отражены в нашем бюджете. А тем, по которым ведется работа, где будет дальнейшее распределение, мы их отразим уже в ходе исполнения бюджета в следующем году. Но по инвестиционной программе мы свои принципы оставляем прежними. Это строительство наших социальных обязательств, завершение тех строек, которые мы начали, исполнение всех наших обязательств по договорам государственного частного партнерства, по конституционным соглашениям, ну и в дальнейшем строительство объектов в рамках национальных проектов будет продолжаться. Ну а территориальный фонд обязательного медицинского страхования Якутии получил рекордное финансирование. На будущий год бюджет фонда увеличен на 9,7 миллиардов рублей. Мероприятия здравоохранения в бюджете учтены. Это достигнуто благодаря последовательной работе над изменением методики распределения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. Желающих получить рабочую профессию предложили освободить от ЕГЭ и ОГЭ. Эту тему депутаты обсудят с правительством. Получение рабочей профессии сделать бесплатным. При поступлении в учреждение СПО выпускнику не сдавать после 9 класса ОГЭ и по итогам окончания 11 класса ЕГЭ. Учебные планы СПО должны быть скорректированы в сторону получения практических знаний и навыков, отмечают авторы инициативы. 28-29 ноября в Якутске состоится международная научная конференция «Истоки традиционных верований в контексте эпического наследия народов Евразии». Исследователи из разных стран соберутся для обсуждения общих корней и уникальных черт эпического наследия Евразии. Конференция важна не только для обмена научными идеями, но и для укрепления культурных связей и понимания общей исторической основы народов Евразии. И сегодня у нас в гостях Розалия Солтангареева, доктор филологических наук, руководитель научно-исследовательского центра башкирского фольклора, и Таланталы Бакчиев, доктор филологических наук, доцент, сказитель эпоса Манас. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, что дает общение, да, на подобных форумах и какие у вас впечатления о Якутии, о том, как наш народ хранит свой эпос и традиции? Чрезвычайно большие впечатления, потрясающие впечатления. Посмотрели и Якутию, Якутск. А этот форум, он всегда очень востребован, потому что когда встречаются люди, которые посвятили эпосу, традициям своих народов, коренных народов, и изучают, им есть что сказать, есть чем обновить свои научные концепции. А Якутия – это место, где сейчас стекаются очень большие, хорошие силы. Нас это очень радует, что этот форум именно в Якутске. Угу. Замечательно. Я вижу, что у вас также есть книги, да, с собой? Угу. Ну, вот в 2022 году мы совместно с учеными разных народов и стран, в том числе и с участием якутских ученых, исследователей, мы издали вот в Бишкеке. Книга называется «Сказители народов Евразии», куда вошли 142 сказителя из 12 народов. В том числе тут 12 сказителей якутского народа. Сюда вошли сказители прошлых лет, настоящего времени, их автобиографии, как они стали сказителями на русском языке. Это очень, я думаю, важно, и эта книга заняла первое место среди издателей стран СНГ в 2023 году.
И вот другая книга называется «Сновидения сказителя». Сюда также вошли сновидения разных народов сказителей, вот, в том числе и якутского народа. То есть это вот совместные проекты, которые были вместе осуществлены с участием якутских, алтайских, башкирских, хакасских исследователей и сказителей. Мгм. Прекрасно, это очень Да. ценная такая в историческом плане даже работа. Это выдающийся труд, я считаю. Да. Розалия, вы автор многих трудов о хореографическом, магическом, шаманском фольклоре. А перекликается ли башкирский фольклор с фольклором других тюркских народов, например, с народом Саха? Очень сильно перекликаются. Особенно вот эти древние традиции, древние корпусы, как шаманизм, хореография, народная хореография, игровой фольклор, эпический, сказительский фольклор, они всегда находят и параллели, и аналогии, потому что есть такое понятие, как универсалия миросозерцания. Есть такое понятие, как синергетика, то есть единство человека и природы. Эти пласты, вот эта трансцендентальность еще, непонимание и понимание того, что не слышно, того, что не видно. А сказание, эпос или танцы, или вот хореографические элементы, шаманские элементы, это не означает, что только игры с бубном или заклички и так далее. Это единство человека и природы, осознание природы через разум, и это трансформация, репрезентация людям об этом. Естественно, вот, допустим, возьмем, если только круговое хождение. У башкир это тунгерек, круговое хождение. У бурят это йохр. У алтайцев круговое хождение. У якутов осуохай. Они настолько... это как общая модель обращения человека к Вселенной. И не говоря уже об традициях обращения к Солнцу, Луне, проведения календарных празднеств, они очень находят сильные параллели. Отличаются лишь какими-то деталями, которые определяются национальными особенностями всего лишь. И поэтому чем больше мы изучаем глубинки, тем больше у нас возможность возбудить потенциал духовности всего человечества, даже для спасения человечества от бездуховности. Это такой огромный потенциал. И вот эти сходства, параллели нам необходимо изучать. Замечательно. Талант Аламбекович, скажите, вот каким, на ваш взгляд, должен быть сказитель эпоса? Прежде всего, нужно отметить, кто такой сказитель. Сказитель, я считаю, что является носителем духовной матрицы, духовного стержня. И те народы, которые имеют сказителей, имеют живое исполнение эпоса и вообще эпос, это народ счастливый. И мы должны этим дорожить, их беречь, как эпос, так же и сказители, потому что именно сказители являются носителями этого эпоса. А эпос — это та информация, тот код, который держит нас, наши народы, на фоне других народов. И это тот код, который может спасти при разных, скажем, критических ситуациях и обстоятельствах наши народы. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в гости в наш эфир и, конечно, за то, что вы храните традиции народов. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Ну а мы продолжаем. Московский зоопарк порадует посетителей появлением нового постояльца, гигантского осьминога, которого завезли в аквариум столицы впервые за 10 лет. Обитатель пучин прибыл из Приморья и после месяца карантина стал частью экспозиции павильона «Экзотариум». Гигантский осьминог обитает в северной части Тихого океана, а также в Японском, Охотском и Беринговом морях. Его средний размер достигает от 1,5 до 3 метров, а вес 30-60 килограммов. Этот вид относится к отряду хищных. При поимке добычи он использует присоски на щупальцах, а для поедания – клюв. Специально для нового жильца администрация зоопарка закупает живых моллюсков.
Но на календаре 28 ноября, чем знаменателен этот день, мы узнаем в рубрике «Даты и события». На календаре 28 ноября. Сегодня Всемирный день сострадания. По народному календарю Гурьев день. В народе считалось, что гурий помогает лечению зубных болезней. В этот день святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Говорили также, что на Гурье зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых. А еще верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых святок. Этот день в истории. В 1365 году в этот день в центре Московского Кремля основан Чудов монастырь. В 1660 основано Лондонское королевское общество. В 1918 году вышел декрет Совнаркома об организации страхового дела в Российской Республике. В 1943 году в Тегеране открылась конференция Большой Тройки. В 1989 году, 28 ноября, принят в эксплуатацию боевой ракетный комплекс «Молодец». В этот день родились Жан-Батист Люли, французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы. Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк, один из основоположников марксизма. Антон Рубинштейн, российский композитор, основатель первой русской консерватории. Александр Блок, русский поэт Серебряного века. Дмитрий Лихачев, советский литературовед, историк культуры, филолог, академик. Александр Годунов, советский и американский артист балета, киноактер, заслуженный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон и Филипп. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы также отметить, скорее всего, у многих наших телезрителей, может быть, не у многих, но у некоторых точно сегодня день рождения или какая-нибудь знаменательная дата. И, пользуясь моментом, хотелось бы вас с этим поздравить. Ну, а продолжает наш эфир рубрика «Мой питомец», где мы познакомимся с вами с обладателями не только ценного меха. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам о кроликах. Кролики имеют два вида. Есть декоративный вид, у них более короткие лапки и меньше размером. И также есть мясной вид. У них длинные уши, и размер их может достигать до 5 килограмм и более. Питаются кролики сеном, фруктами, овощами, сухими кормами, которые продаются в зоомагазинах. В доме можно держать их в клетке размером примерно 120 на 70 сантиметров и выпускать их погулять. По интеллекту кролики примерно равны котам, то есть они могут выбрать себе угол, куда они могут ходить в туалет. Можете, если пускаете его на улицу, либо оставить клетку открытой, либо же поставить лоток в углу, который он выбрал. Они достаточно бывают злопамятными, поэтому хозяев, которые их могут обидеть, они могут держать на них обиду, пописать или покакать им в кровать. Живут они примерно 7 лет. По характеру достаточно активные животные и очень дружелюбные. Сначала хотел завести кролика, но в конце сюжета узнал еще один факт и что-то передумал. Но вообще кролики — это очень активные животные. Известно, что если они не получают достаточного количества физических упражнений, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как депрессия, атрофия мышц и проблемы с пищеварением. Ну, прямо как у нас. Прочь депрессия, утренняя гимнастика на нашем канале. Доброе утро! Сегодня день начнем мы с разминкой с палочкой для осанки, укрепления спины, мышц, чтобы спинка у нас была ровная и красивая. Как раз это актуально деткам и подростковым периодам. Ванечка, возьмем палочки, начинаем ходить и дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. И на последний вдох, выдох. Ручки наверху оставила и за спинкой пошли. Раз, наверх. 2 наверх. И таких можно 10 повторений сделать. Наверху остановились и на цыпочках пошли, стопочки размяла. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Палочку за спинку Аня завела, молодец. И пошли на пяточках, на пяточках, на пяточках. Носочки наверх. Во, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Сделали вдох. И выдох. Перед собой палочку держим. И как балерина пошла, ножки
стороны пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последняя на стопы. Это у нас Мишка косолапый. Мишка косолапый как ходит. Во. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Ножки прямо. Положили и корпусом потянулись. 3, 2, 1. Вниз пошли с тобой. Хоп, максимально. И наверх. Еще раз вниз. И наверх. Пошли на правую сторону. Корпусом потянулась. 3, 2, 1. Поднялась. Второй. И третий. В другую сторону, Анечка. Пошли в 3. Левую. Раз. Тянемся. 2, 3. Поднялась. На выдохе вдох медленно, выдох. И третий раз вдох и выдох. Тем самым мы проснулись с тобой и растянули все тело. А палочку берем за спину, взяли сзади хватом, пониже сделай. Давай я тебе помогу. Вот. Одна вниз ушла и вверх-вниз пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ручки поменяли. Поменяла. Во, молодец. И пошли. Раз, два, три, четыре. Вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Поставили ручки. И давай с тобой грудные мышцы растянула. 3, 2, 1. Молодец. В другую сторону. Хоп. 3, 2, 1. Давай пойдем на ноги. Растянули. 3, 2, 1. И другая ножка. Тянемся. 3, 2, 1. И завершаем комплекс на весь корпус тела и на нижние. Пошли. Раз, вправо, влево тянем. Хоп, хоп, хоп. 3, 2, 1. И пошли тазобедренный. Раз, ножками. 2, молодец. 3, 4, 5 и 6. Палочку поставили и немножко разогнали лимфу. Попрыгали. Хоп. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И вот с таким простым приспособлением можно взять черенок от лопаты или от швабры и сделать такой комплекс. Всем хорошего дня, Аня, помаши. Но если мы еще можем себе позволить пропустить, например, утреннюю зарядку или не сходить в спортзал, то герои нашего следующего сюжета этого себе позволить не могут. В эти дни в Нерюнгри боксеры демонстрируют свои умения и принимают заслуженные результаты поединков. Эту возможность спортсменам предоставили 5-е межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» в памяти заслуженного тренера РСФСР Николая Размахнина и мастера спорта международного класса Сергея Исмаилова. На ринге в спортивном комплексе «Шахтер» в течение нескольких соревновательных дней свое мастерство покажут более 130 боксеров с республики Саха-Якутия, Амурской и Иркутской областей, Забайкальского края. 3 возраста у нас участвуют, это 13-14 лет, 15-16 и 17-18 лет. Вот именно юниоры 17-18 лет идет норматив выполнения кандидата в мастера спорта. Юные спортсмены показывают захватывающие и бескомпромиссные бои. Бокс, являясь одним из старейших видов единоборств, не теряет актуальности и в наши дни. Нерюнгринцы активно занимаются как в городе, так и в поселках своего района. Так, открывшийся 4 года назад спортивный клуб «Витязь» в Чульмане сегодня имеет 3 постоянных разновозрастных группы спортсменов. Популярностью пользуется. В каждой группе у меня как минимум это по 20 человек. Все ходят, родители приходят, ребенка привели, что делать? Остались, пошли вместе с ребенком, потренировались. Да, с мамы, папы все точно так же ходят. Поэтому в этом плане хорошо. На текущих соревнованиях от «Витязя» выступает 10 спортсменов. Смог приобрести много друзей. Я начал ездить много, на соревнования различные. Но я победитель республики, победитель спартакиады. Вот недавно еще турнир в Якутске тоже был. Там тоже победитель. Нужны для того, чтобы доказать, что ты лучший в республике. А выхожу с целью того, чтобы победить. В эти дни в спортивном зале комплекса «Шахтер» много и ярких эмоций. Еще раз. Вторым номером вперед иди. Раз, два, все. Еще раз, раз, два. Еще, повторная атака. Заходи, заходи. С города Братск на соревнования приехали судьи и 6 спортсменов. В Нерюнгри мы у вас первый раз. Организация нравится. Все хорошо, судейство чистое,
это приятно удивляет. Вот. Думаю, мы к вам зачастим. Вот. Боксеры, которые мы приехали, они первый раз на мероприятии такого уровня. Вот. Ну, растут. Старшие уже у нас дальше ездят. Вот. Младшики вот приехали покорять Нерюнгри. Такие соревнования, проводимые не первый год, не только сохраняют память о выдающихся тренере и спортсмене, но и открывают новые горизонты для молодых талантов со всей страны. Занимаюсь боксом уже 3 года в спортивной Сибири, город Братск. Выступал на многих соревнованиях. Достаточно развитый город. Мне понравилось. Климат такой холодноватый. Впереди у спортсменов еще 2 соревновательных дня – полуфинальные и финальные бои. И каждый здесь настроен на победу. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну, как мы видим, спортивные соревнования проходят при свете прожекторов, освещающих ринг. Вы сейчас готовите завтрак, смотрите наш эфир, и электронные устройства и приборы окружают нас повсюду. Кто поддерживает работу всего этого? Конечно же, энергетики. Об этой нужной и важной профессии наш следующий сюжет. Доброе утро. Я главный энергетик Якутского гормолзавода Перелыгин Сергей Федорович. После окончания школы в 1989 я сразу поступил в Восточно-Сибирский технологический институт. Это в городе Улан-Удэ. Проучился там 5 лет и в 1994 закончил и попал сюда, на Якутский гормолзавод, по приглашению на должность главного энергетика. Энергетик, он может работать в любой отрасли, на любом предприятии. То есть электричество у нас повседневно. Вот даже мы здесь находимся в кабинете. Здесь электроосвещение, электророзетки, бытовые приборы, компьютеры. Все это запитано от электричества. Все это нужно запитать, все, чтобы это работало бесперебойно. То есть энергетик, он как бы обеспечивает бесперебойное питание всех электропотребителей. Тут важны все эти специализации. И физика, и химия, и математика, самое главное. Также важно физическое воспитание, потому что это в процессе даже обучения нужно хорошее здоровье. Честно говоря, я мечтал стать летчиком. Но в то время, как я окончил школу, послал документы, там мне пришел ответ, что не требуются летчики в данное время. Пришлось мне срочно как-то переориентироваться. Я, честно говоря, не жалею, в принципе. Меня все устраивает. Плюс и то, что очень интересно, очень различные направления. Нет никакого однообразия. Постоянно какие-то новые задачи, которые приходится решать. Конечно. Кто выберет эту профессию, всем желаю удачи в ее освоении. Выбор профессии для ребенка – это ответственный шаг, от которого во многом зависит будущее ребенка. С 11 по 12 декабря в Якутске в 18-й раз пройдет форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Подробнее о форуме нам сегодня расскажет заместитель директора Института развития профессионального образования Якутии Александр Сатыров. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите немного об истории проведения форума у нас в Якутии и в целом, как вообще меняется форум. Ну, шаг в будущую профессию у нас проводится для колледжей и техникумов 2007 года. Он является частью большого всероссийского конкурса «Шаг в будущее», зачинателем, основателем которого является Московский университет имени Баумана, который в 1991 году в России организовал данную конференцию. И в Якутии у нас присоединилась уже в 1997 году для школ. 2007 года благодаря Альбине Степановне Иустиновой данный конкурс был переориентирован в том числе для студентов колледжей и техникумов. В рамках форума пройдут различные мероприятия и конкурсы. Можете познакомить нас с программой форума? Да, форум у нас состоит из нескольких мероприятий. Это научно-практическая конференция, которая у нас уже 3-й год включается в перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, победители которой лауреаты получают дополнительный балл при поступлении в вузы. Есть также фестиваль молодых дизайнеров,
медиа-конкурс «Юный мастер», интернет-олимпиада. И также есть мероприятия, такие как инженерная выставка, конкурс цифровых решений, конкурс «Лидер бережливости». Ну, из года в год мы стараемся поддерживать интерес, изучаем, что сейчас востребовано, что-то добавляем, что-то убавляем. В прошлом году в форуме приняли участие более 2700 школьников и студентов. Какое количество участников и экспертов планируется привлечь в этом году? Ну, если брать все мероприятия форума, конечно же, абсолютный лидер — это интернет-олимпиада, доступный способ. На данный момент она идет у нас с 1 ноября. И на данный момент более 4000 участников уже приняли участие в интернет-олимпиаде, посвященной биографии и деятельности Егора Афанасьевича Борисова, нашего президента первой Алтайханской республики. На конференцию поступило порядка 324 работ. Мы сформировали 8 симпозиумов, 22 секции. Все работы будут оценивать порядка 90 экспертов из нашей республики. Научно-практическая конференция, которая пройдет также в рамках форума, включена в перечень конкурсных олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации. Что это значит и какие преимущества дает участникам? Ну, как я сказал уже выше, да, конкурс включается ежегодно в перечень олимпиад Министерства просвещения России. И вузы, вузы могут устанавливать при поступлении к ним дополнительные баллы. То есть в этом перечне есть множество олимпиад, конкурсов, в том числе наша конференция. И если направление конференции совпадает с программой подготовки конкретного вуза, он может дополнительные баллы при конкурсе давать. Таким образом, будущий студент, абитуриент, он имеет преимущество при равенстве баллов. Ну, в целом, еще несколько дней, да, до начала форума с 11 по 12 декабря, да, будет проходить в Якутске. Скажите, вот как студенты и школьники туда могут принять участие в этом форуме? Ну, 11-12 декабря будет у нас конференция уже в очном этапе. Мы на данный момент завершили прием заявок, техническую экспертизу. Все мероприятия у нас являются открытыми. Примерно большинство мероприятий с августа уже принимали заявки. Есть мероприятия, которые с февраля, с марта идут, такие долгоиграющие, да? Допустим, как «Лидер бережливости», командная игра «Марафон бизнес-идей». Заполняют заявку на интернет-сайте, на сайте форума, подают работу, ну и ждут, когда эксперты допустят, не допустят их уже на очную часть, которая пойдет у нас в этом году на базе Якутского сельскохозяйственного техникума. То есть можно сказать, что это такой финал, то есть да. самая важная часть. Ну, спасибо вам большое, то, что вы сегодня поделились очень интересной информацией, и желаем успехов всем школьникам, студентам в выборе будущей профессии. Спасибо большое за приглашение, всего хорошего. Спасибо. Но выбрать будущую профессию очень сложно, и хорошо, когда существуют подобные мероприятия и в целом организации. Ну а сейчас в продолжении нашей программы наш стилист Дарья Габышева поможет вам в выборе стиля на зимний период. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, и я персональный стилист. Сегодня снова наша с вами любимая рубрика «Советы от стилиста». Сегодня мы с вами рассмотрим зимний гардероб, потому что именно этот формат гардероба чаще всего вызывает вопросы. Думаешь, в чем же пойти? Нарядиться или же все-таки выбрать ватные штаны? Вот эта дилемма каждое утро беспокоит каждую женщину. Давайте посмотрим, какие образы мы можем носить этой зимой. Первый образ, который мы с вами рассмотрим, это трикотажное платье. Формат такого платья – это идеальный вариант для повседневной носки в зимнее время, потому что это один слой, и на него можно, как говорится, насаживать, нанизывать огромное количество аксессуаров. Такое платье здорово подчеркивает фигуру. Винный цвет является трендом сезона. Попробуйте добавить красивые аксессуары, выбрать сумку с твердой формы, которая придаст грациозности и официальности. Обувь может быть любая. Это может быть и плоский ход, и сапоги, и даже туфли, если вы в офисе. Меня часто спрашивают, как носить разные стильные образы, как не быть заложником ватных штанов в зимнее время. Я вам отвечу, что одежда и внешний вид – это самая закоренелая привычка. Мы привыкаем к комфорту, мы привыкаем к тому, чтобы можно было сделать легко и мобильно, и погрязаем в этих образах.
Что я рекомендую сделать? Обязательно устройте себе челлендж на 10-20 дней. Носить все вещи из вашего гардероба. Сочетать несочетаемое, экспериментировать, пробовать. Попробуйте сделать себе вызов. Именно тогда родятся самые классные образы. Именно тогда вы почувствуете себя стильной. Комплименты людей, внимание публики – это то, что даст вам мотивацию для того, чтобы быть стильной круглый год. Ну, вообще, с появлением новых теплоэффективных материалов появилась возможность уйти от тяжелых меховых шуб и шапок. Но не всегда новое и эффективное справляется с нашими суровыми морозами. И тогда наступает время классики. Как почистить меховую шапку и подготовить к холодным дням, расскажет рубрика «Полезные советы». Берем шапочку, которую мы чистим. Сначала мы делаем сухую чистку. Это значит, мы его расчесываем. И заодно, вот когда расчесываем, мы его чистим от пыли, от грязи. Ну вот для такой вот шапочки, короткошерстой, да, вот для норки, например, да, мы берем, ну, если у вас есть вот такие вот щеточки, и вот им мы расчесываем. Расчесываем мы их вот так вот очень тщательно и заодно пух поднимаем, вот этот вот пушок. И вот эти вот рабочие места вот так вот чистим. Потом вот так вот немножко вот так вот потряхиваем, чтобы пух, мех распушился. Ставим, берем воду с уксусом, в котором мы растворили воду, и тряпочку. Это уксусная вода, на литр воды 1 чайная ложка уксуса. Выжимаем хорошо. Тряпка не должна быть такой вот сильно мокрой. Она такая вот влажненькая должна быть. И вот отсюда вот начинаем. Вот можно вот эти вот, где прикасались вот этот лук, внутреннюю часть шапки вот так вот потереть. Почистить. Так вот. После того, как мы пошоркали вот этой влажной с уксусной водой тряпочкой, да, мы его вот так вот стряхиваем. Так вот маленько. Потом мы начинаем расчесывать. Немножко подсохнет, потом мы начинаем расчесывать. Вот, для короткого меха, например, да, ну вот такую вот щетку берем. Или вот для шапочки с длинным ворсом. Вот такая вот у меня есть, да? Или если у вас ничего нет, то можно и простой расческой, или вот такой вот расческой. Эта расческа тоже очень хорошая. Поэтому вот так вот его по направлению меха мы начинаем потихоньку вот так вот расчесывать. Когда расчесали, его тоже потрясли вот так вот хорошенько, да? И ложим вот на такую, ну, если у вас нет такой поставки, да, то можно его вот такую вот баночку 3-литровую. Но обязательно должно быть на чем-то вот так вот сидеть. И даем это вот, окончательно подсохнуть. Потом это время от времени можно приходить, его вот так вот трясти. Тогда норка вообще сама, она очень ноская вещь. Его спокойно можно носить 20 лет. Если хорошо ухаживать, он свою привлекательность не потеряет. Ну, в продолжении темы про меховые изделия у нас был эксперимент в передаче «Испытано на себе», где я был одет в обычных зимней одежде, такой теплый очень пуховик, теплые штаны и, как сказать, технологичная обувь. Ну, в общем, выиграл участник, который был полностью в традиционном меховом костюме охотника. То есть у него было только термобелье и просто меховой костюм. В конце передачи мы, когда уже стояли под замерзшими, он просто сидел в снегу и ждал своей очереди для интервью. Но за полезными советами к вам на помощь спешит уже рубрика «Киноафиша», которая поможет вам также определиться с планами на предстоящие выходные. Дорогая тетушка Люси. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Угощайтесь.
«Приключения Паддингтона». Долгожданное продолжение истории забавного медвежонка. С выхода второго фильма прошло уже 7 лет. Но наш маленький любитель мармелада все так же бодр, весел и очень мил. В этот раз он снова одолеет всех злодеев и найдет то, что искал. Откуда ты взялся? Она бы не бросила меня в беде. Лондон – наши дни. Медвежонок живет с семьей Браун, и все у него хорошо. Он даже получил свой первый паспорт, а это значит, что теперь можно отправиться и в путешествие. А куда полететь, как не на родину? Недолго думая, вся семья пакует чемоданы, садится на самолет и отправляется навестить тетушку Люси, которая его воспитала. Сейчас она живет в доме престарелых, где за ней и другими медведями в возрасте ухаживают монахини. Но когда Брауны сквозь джунгли прибывают на место, мать-настоятельница сообщает, что тетушка Люси куда-то пропала. Скорее всего, она отправилась на таинственную гору предков, оставив для Паддингтона подсказки. Надежда, вот твой лучик. Я иду, тетя Люси! Приключения Паддингтона 3. Запомните. Итак, у нас, Энн, важное объявление. Мы женимся. «Перевозчик душ» – мрачный камерный триллер, где случайные на первый взгляд путники оказываются втянуты в продуманную ловушку. Окно запотело, я ее не вижу. По сюжету пара влюбленных Энн и Патрик на посиделке с друзьями объявляют о своей скорой женитьбе, но у пары есть сомнения по будущему браку. Да и Патрик еще не знает, что скоро у него будет ребенок. После ужина и небольшой ссоры пара в расстроенных чувствах садится в черное такси, которое приехало из-за угла. За рулем крупный, добродушный и даже немного милый водитель. Водитель недолго проявляет признаки вежливости и уже на первой остановке бьет Патрика электрошокером, а Энн связывает руки и пристегивает к сиденью. Все пленники в ловушке. Впереди их ждет долгая дорога, разговоры о жизни, попытка побега и встреча с призраком, который давно обитает на пустынном участке дороги. Ребенка. Она ждет. «Перевозчик душ» в кино с 28 ноября. Также кинотеатр «Центральный» приглашает 1 декабря на предновогодний показ «Гарри Поттер и философский камень». Ты волшебник, Гарри. Я волшебник. Жизнь 10-летнего Гарри нельзя назвать сладкой. Родители умерли, едва ему исполнился год, а дяди и тети, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в 11-й день рождения Гарри все меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнает, что на самом деле он волшебник и зачислен в школу магии Хогвартс. А уже через пару недель Гарри Поттер будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и, самое главное, ключ к разгадке тайны смерти его родителей. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Знаю, что мы можем ожидать от вас великих дел. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Правительство Российской Федерации усовершенствовало методику финансирования органов ЗАГС. Постановление приняли 14 ноября. Теперь в методике учтены специфические природно-климатические, экономико-географические и логистические факторы, присущие районам Крайнего Севера. Это позволит ряду регионов получать субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в большем объеме. Теперь субвенции будут рассчитываться с учетом уровня бюджетной обеспеченности регионов. Оплата труда обслуживающего персонала также увеличивается на процентную надбавку.
В России предложили разрешить использование бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Такое письмо Российский союз автостраховщиков направил в правительство и Госдуму. В НИИ автомобильного транспорта, в свою очередь, изучили технические требования к деталям и предложили использовать поддержанные запчасти надлежащего качества без согласия клиента. Сейчас по закону требуется одобрение владельца машины. По мнению специалистов, нововведение позволит удешевить ремонт транспорта на 10-15% и сократить срок до 90%. В Якутии отмечается снижение потока трудовых мигрантов. За 10 месяцев этого года в республику прибыло 26 722 человека, что на 8,5% ниже того же периода в 2023 году. И чаще всего в Якутию на заработки едут граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел в этом году провели более 8,5 тысяч проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. По фактам проверок составлено 4460 административных протоколов. В отношении 411 иностранных граждан судами вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Приезжая законно, здесь встают первично на миграционный учет, а далее уже не продлевают и переходят в разряд незаконно находящихся. Соответственно, у нас принимаются меры в виде запрета въезда на территорию России. Лиц, которые у нас используют поддельные документы, лиц, которые сообщают о себе заведомо ложные сведения, лиц, которые злоупотребляют нашим целым законодательством России. В Амге прошло ежегодное улусное профилактическое мероприятие среди несовершеннолетних «Ударная волна». В этом году приняло в нем участие более 100 ребят. Конкурс проводится в 15-й раз в целях ориентирования школьников на здоровый образ жизни, профилактики правонарушений, а также для важности ведения здорового образа жизни, становления личности человека. В мероприятии приняли участие 15 команд из 18 школ района. Игра прошла в формате квиза, в котором участники смогли проверить свои знания, а также способность работать в команде. В данное время на территории Амтинского района зарегистрировано одно преступление среди несовершеннолетних. Также состоит на профилактическом учете 29 несовершеннолетних. В этом году решили проводить в формате квиз-игры. Данное мероприятие в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Учат соблюдать законы, знать права, что делать в таких ситуациях. Если потеряла что-то, нужно дать полиции и т.д. Очень хорошее, отличное. Хотелось бы больше таких соревнований. В новом спортивном комплексе ДЮСШ номер 9 состоялись соревнования первенства и чемпионата республики по художественной гимнастике. Мероприятие масштабное, общее число участниц составляет 133 человека. В этом году гимнастки соревнуются в новых направлениях, дуэты и трио. Также соревнования прошли как в групповых упражнениях, так и личном первенстве. По итогам этих соревнований определятся гимнастки, которые будут представлять республику на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа, который пройдет в конце февраля в Улан-Удэ. Что касается дуэтов и трио, то это новое направление, ну, конкретно в том смысле, что мы их впервые проводим на соревнованиях вот такого официального уровня. Потому что уже несколько лет во всей России это направление активно, в общем-то, развивается, но пока как декоративная, скажем так, вид программы, потому что не было принято, ну, скажем так, ЕВСК, классификация по присвоению разрядов в этом виде программы. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» является одним из ключевых мероприятий всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». И с каждым годом собирают все больше гостей. Фестиваль стартовал 25 ноября и дал возможность познакомиться с богатой и разнообразной якутской и арктической кухней, открыть для себя новые вкусы и насладиться атмосферой северного гостеприимства. Сегодня у нас в гостях Татьяна Тымырова, председатель Ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, какая идея фестиваля в этом году и чем конкурсанты будут удивлять?
В этом году мы проводим уже 11-й наш гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», который объединяет разные площадки. Это и конкурсная часть среди ресторанов города. В этом году у нас участвуют 9 конкурсантов ресторанов, и один ресторан, он представляет свой гастрономический театр. И также программа у нас очень насыщенная. Мы будем проводить мастер-классы, и буквально сегодня будет проходить у нас кулинарный конкурс среди студентов, где юные повара будут бороться за звание лучшего повара, который приготовил свое вкусное блюдо. Уникальность этого конкурса, ну, в целом «Вкуса Якутии» такова, что мы задали тему «Раскрыть арктическую кухню». Ведь цель фестиваля – это сохранение наших культурных традиций, культуры питания нашего народа. Это использование именно наших местных региональных продуктов и раскрыть те блюда, свой авторский подход приготовления блюд, таких как из оленины, из жеребятины, из рыбы, различные рыбы. Соответственно, это вот раскрытие талантов шеф-поваров наших ресторанов. Я же захотел, проголодался. Нужно было поплотнее позавтракать. Здорово. Вы упомянули мастер-классы, то есть будут эксперты, да? И вот вообще в целом, кто приехал на фестиваль? Уже, да, мы, скажем, расширили свои границы нашего фестиваля и стараемся каждый год приглашать разных экспертов, шеф-поваров. В этом году к нам прилетели шеф-повара из города Москва, президент Ассоциации шеф-поваров, шеф Teams Russia Николай Сарычев, и он провел уже профессиональный форум среди шеф-поваров и студентов. Также у нас прилетел гость из города Красноярск, он представляет университет, именно Высшую школу гастрономии. Он также будет проводить мастер-классы для наших поваров. И у нас проходят гастроужины с приезжими шеф-поварами. Прилетели из Татарстана, Республики Татарстан, города Казань. И также шеф-повара провели гастроужин из Республики Марий Эл. Это некий такой обмен опытом. Они посмотрели нашу кухню, показали свои кулинарные шедевры. И многие любители кулинарии буквально вчера вот насладились татарской кухней. Здорово. Это отличный способ еще и обменяться опытом. Да, конечно. Да, получить новые знания. А какие блюда уже были представлены? Сейчас, я понимаю, фестиваль идет до конца недели. Да, у нас на вот данный момент с понедельника мы запустились, и каждый ресторан, участник представляет свои изысканные блюда. Это неповторимые такие авторские позиции и гастрономические сеты. Они предлагают для всех жителей и гостей Якутии всю неделю. То есть наш житель города, гость, любой турист может посетить ресторан и попробовать этот сет. И при конкурсной части презентации, да, вот они представляют свои горячие закуски, салаты, все блюда, напитки. И хочется вот уже выделить интересные такие блюда, как очень интересный салат, приготовленный из оленины, десерты из нашего кёрчиха с земляникой. Это вот, казалось бы, обычные, знакомые наши традиционные блюда, но они подаются очень интересно с такой подачей, когда можно получить вау-эффект. А это же действительно событийное мероприятие, оно проходит так, чтобы каждый гость был удивлен именно подачей и насладился не только вкусом, но и эмоционально зарядился. Ну вот на самом деле для меня вот немного сложно вот определить, как вот члены жюри могут определить ну, такое вот столь разные блюда, да, и вообще вот оценить что-то такое. Это же совмещение разных вот оценок и критериев, да, вот на какие вот именно критерии опирается жюри? Да, вот на самом деле оценивать очень сложно, потому что такая палитра вкусов, многообразие. И мы сделали в этом году упор именно на критерии, такие, которые могут оценить работу, профессионализм наших шефов, командная работа шефа, как сервируется стол, как подается блюдо, именно композиция этого сета. Ну и, конечно, органолептические все свойства каждого блюда. Есть такое понятие, что архитектура блюда, композиция, цветовое решение, да, вот именно как подается. И шеф, он выходит и
презентует каждое блюдо, рассказывает, как пришла идея создания этого блюда, почему он именно применил эти продукты или применил ту или иную технологию. Сейчас мы стараемся, чтобы каждый шеф применял современную технологию. И вот представьте, оленина вот сейчас подается с голубичным соусом. Уникальное и вкусное сочетание. Сейчас уже не секрет, что мы стали использовать наши местные ягоды, дикорастущие травы. Сейчас вот даже пошли уже применять нашу кемпиндяйскую соль, перемалывают ее, добавляют туда ароматы наших сушеных ягод брусники, такая брусничная композиция соли или хвойная соль. И вот такие интересные сочетания мы раскрываем вкус Якутии. Вот Здорово. за счет таких вот технологий и применения. Ой, я сегодня объемся на завтраке. Очень вкусно вы рассказываете. Я думаю, сейчас самый момент пригласить, да, и вообще вот рассказать нашим зрителям, где можно узнать информацию. Да, вот программа у нас, мероприятие обширное. Кроме этого у нас проходят мастер-классы и конкурсы. Можно попробовать все сеты. Посмотрите на сайте «Вкус Якутия» и также приложение МОЗ. Информация, она доступна. Можно прям проголосовать даже за каждый ресторан. Поэтому приглашаем всех жителей окунуться в мир и атмосферу гастрономического фестиваля. Здорово. Ну, мы присоединяемся и, конечно же, друзья, призываем вас поучаствовать в фестивале и посмотреть, как это все происходит. Ну, вам желаем отличного нового утра и желаем успехов в этом рабочем дне. Увидимся с вами завтра.